Из Enterprise, но мында без и зипс. Теперь здесь у нас двое. Ну, давайте, Евгений, мы повторим все то, что проходили на прошлых занятиях на память, да. Изенер, Изенер Сергей. Шухтас Хайди Парша. Агрин Кёльже. Нимей Чезер. Удаленкада ибде тогынчам. Шахса. Зерернің сөбір парба. Я пар, абэм, ижем пар. Шахса. Балаларым чол. Ага, так, вот эти фразы мы проходили, там разные интерпретации. Давайте сейчас к этим фразам мы добавим новые. Я сейчас открою демонстрацию экрана, и мы пойдем дальше. Так, вы мне скажете, видите или нет? Вижу. Видите, да. Ну, у нас занятие 4 сегодня, да. Ну, вот эти фразы, давайте вот, если вам видно, вы могли бы зачитать их. Прямо вот часы, хорошо помнились. Изенер, керектор Хайди Парша. Хорошо, так. Чахсы, хомай немес, хомай, чарир, иди пиди, кюместен, агрин кёльже, немей чезен, Так, немей чезер. Ага, сейчас можно я пока остановлю. Ниме и чезин и ниме и чезер. Разницу понимаете? Да, это единственное множественное число. Да, ниме и чезин, когда на ты, единственное число. Ниме и чезер, когда на вы. Ит, да. Ну и вариант ответа. Давайте зачитаем. Ибде одершам, удаленкада тогынчам, телевизор кершем, компьютер ойнапчам, кибелис өгринчем, чижен неме бузершам, чижен неме вебинарда одершам, интернета одершам. Так, давайте я сейчас еще раз обращу внимание. Здесь фразы, ну, глагол, надеюсь, вы теперь понимаете. Одершам, заметили, тогынчам, кюршем, ойнапчам, везде чем идет, да, окончание. В хакасском языке пока мы проходим глаголы только настоящего времени первого лица. Вот, поэтому мин. Тут не обязательно говорить мин отшем, допустим, или мин прохчем, мин кюршем. Вот это ча – это аффикс настоящего времени, аффикс первого лица. И получается мин отшем, мин тохчем, мин кюршем, мин инапшем. Да? Вот, надо это будет запомнить. Ну, можно запомнить чем. Я, допустим, и что-то делаю, да. Ну и давайте еще следующее. Обратите внимание на следующее. Вот. Ибдем, да, ибде, да, удаленка д. Или, допустим, вебинар д, интернет т. Если вы хотите обозначить действие, которое происходит где-то, в каком-то месте, употребляется вот этот аффикс да, де, та, те. Ну, я просто обращаю внимание на грамматику. По грамматике, я думаю, сделаю отдельное видео, и там более подробно будет. Я здесь просто вот попутно делаю замечание такое, ну, в смысле, поправку. Ну, теперь давайте новые слова. Вы их зачитаете, и если скажете, какие слова знали, какие нет, хорошо? А перевод нужно читать или так, только... Так, перевод не надо. Сирернің себере парба, я пар, ижем, пабам, апсам, ирым, ипчем, палам, хызым, олгым, туңмам, ажам, пижем, миның ипчем пар. Сейчас. Так, все слова знакомы? Апсам. Апсам. Ну, вот, Ирым знаю, апсам. Апсам, вот тоже, это тоже муж, минның апсам, ну, жена, можно сказать, минның апсам, мой муж, или минның ирым. Ну, в хакасском языке есть слово апсах, как бы старик, но в данном случае употребляется именно как муж. Вот, ну, в контексте минның, вот, щебрем, допустим, да, моя семья. Ну, давайте вот я сейчас спрошу, вот, Сирернің сөбірі парба.
Я пар. Так, и вы можете дальше сказать миным, допустим, жемпар, миным пабампар и так далее. Можете, допустим, обратить внимание тумме, вот обратите внимание, туммам – это когда младший брат или сестра. Туммам, миным туммампар. А если старший брат, ажем, ажа, ажем, это первое лицо мой, поэтому, да. Пиже – это старшая сестра, пижемпар. Ну, давайте вот я спрашиваю. Середный шедра парба? Я пар. И отвечайте мина. Миным пижем ле пар. Пижемпар, пока скажите мина, пижемпар. Миным пижем пар. Отец, мать есть? Я абэм ижем пар. Я мина пабампар, эжемпар. Ну, в народе как бы это диалектное абэм, сагайцы так говорят абэм, но литературное произношение пабэм. Хотя, конечно, вот в жизни говорят абэм, да. Некоторые говорят адэм. Адэм тоже отец. Так, ну, в общем, здесь все слова вам знакомы. Да. Угу. Так, ладно, пошли дальше. Глаголы давайте просто зачитаем сейчас. Вебинарда тіл үйреншім. Ебде хакастап чоқтанчам. Шохтаншам. Шохтаншам. Шоқтанчам. Хакастап газета хыгыршам. Жақсы. Хакастап кинде хыгыршам. Жақсы. Хакастап радио тыңнапчам. Тыңнапшам. Тыңнапшам. Тыңнапчам и с чем? И с чем? Тыңнапшам и с чем это синонимы одно и то же. Радио тыңнапшам, слушаю радио, или радио и с чем. Ну вот пока вот эти фразы надо будет дома заучить. Фраза понятна, вебинар да телегринчем. Тут, по-моему, не должно возникать сложностей. Да, только тыңнапчам. Новое слово. Теперь смотрите, обратите внимание, хакастап. Хакастап переводится по-хакасски на русский язык, да. Ибде дома, хакастап по-хакасски, шохтаншам говорю. Ну и дальше я это, чтобы запомнить слово, хакастап газета хыгршам, хакастап кинде хыгршам, кинде книга, да, и хакастап радио тыңнапшам. Вот это хакастап надо будет запомнить по-хакасски. Так, ну, думаю, пока на сегодня вот этих фраз хватит. Я сейчас хочу еще... Давайте я пока перейду в зал. У нас так, новые никто у нас не подключились. Давайте дальше пойдем. Я хочу вам показать газету нашу. Сейчас, подождите. Я переключу. Так, видите сейчас страницу? Я кишем. Да, кюршем, шахса. Вот смотрите, давайте теперь мы зачитаем вот это стихотворение, вот Кибельстер называется, вот этот небольшой текст, и что тут понятно или непонятно мы сейчас обсудим. Хорошо? Начинаем с этого, с заглавия. Видно? Нет? Арлых, да. Арлых ажам. Күстік алын осхас. Хажанда, хайдада. Арачылапча мені. Алып менің ажам. Хадимин саға хынчам. Так, давай я сейчас уточню. Арлых ажам. 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 Арлых. Арлых ажам как переведете? Дорогой старший брат. Да, дорогой старший брат. Ажем старший брат. Дальше. Күстүг алып осхыс. Понятно выражение? Сильный богатырь осхас. Не знаю. Словно. Күстүг сильный, алып богатырь, осхыс похожий. Как богатырь. Алып осхыс как богатырь. Күстүг алып осхыс. Сильный как богатырь. Да. Хажында, хайдада. Как переведете? Как... Да. Хажында. Хоть когда. Хайдада.
хоть где. Хоть где, совершенно верно. Хаженда, хайдада. Хаженда хоть когда в любое время, хайдада хоть где в любом месте. Арашилапшамины. Арашилапшамины. Мины, понятно, наверное, да? Мгм. А вот Мины, Арашилапча. меня. Арашилапша. Арашилы буквально означает оберегай. Арашилапша меня оберегает. Ну, от кого-то, да? Арашилапша. Мгм. Кто Арашилапша? Алып миның ажем. Ну, Мой старший брат, богатырь. да, старший брат мой богатырь, да. Хайди мин сагахчам. Как же я тебя люблю. Да, совершенно верно. Хайди как мин сага я тебя хнчам люблю. Ну, вот такое стихотворение, вот пока, думаю, на сегодня, наверное, хватит. Кибельстер как переведете? Стихотворение. Да, кибелис стихотворение, кибельстер стихотворения. Стихи, да, проще говоря. Ну вот, может быть, не знаю, кому-нибудь где-нибудь придется вам зачитать или как-нибудь, может, наизусть выучите, да, и можно где-то вот, зачитать. Ну, кстати говоря, это стихотворение написала Дина Кичеева. Ну, хотя давайте прочитаем второй, да, тоже небольшой стих. Шапсхнмах. Чапсых нымах. Бабамның хойнында одырып, алыптых нымах мин искем. Адаяғас та, хосхажағас та, уға хынып чапсып искенер. Шапсып Искандар. Ну давайте. Шапсых нымах. Понятна фраза? Нымах сказка. Да. Псых Шапсых дегенше. удивительная сказка. Шапсых. Необычная сказка, удивительная сказка. Так, какая это сказка? Пабамның хойнында одырып, одыр. Садись. Да, одыр сиди, одырып сидя. Сидя. Хойны, это, ну, можно сказать, На наверное, шее. на коленке. Вот хойны, когда на колени берете, ну, человека, ребенка берет на колени, да, хойны. Хойнында одыр, пабымның, пабы, отец, пабы мой отец, пабымның у отца, сидя на коленях, хойнында. Вот, да. Алптыгнымых мин искам. Ну, как переведете? Богатырскую сказку я слышала. Да, искам я слушал, да, ну, слышал. Адайгыста, адайгыс. Щенок. Да, совершенно верно. Адай собака, адайгыс уменьшительно ласкательно, щенок. Адайгыста и даже щенок. Хосхаджигыста, это как переведете? Хосха. Это не кошка. Нет, это кошка, совершенно верно. Хосха, это калькированный с русского языка. Хосхаджигыста. Так. Пырс. Хосха. Да, есть парыс, а это калькированная хосха от кошка. Вот, ну, говорят хосхаджигыста. Получается котенок, да? Адайгыста, хосхаджигыста. И щенок, и котенок. Уга хнып, шапсып искеннер. Искеннер. Как переведете? Слышали? Да, слушали. Слушали. Шапсып, ну теперь, наверное, понимаю, да. Шапсып, удивляясь или восхищаясь. Слушали. Уга хнып, хнып. От слова хных, я так понимаю, Да, интересно. Да, уга хнып, любя, с интересом. Уга очень. Уга хнып, очень любя, с большим интересом. Шапсып искенер, удивляясь, слушали, восхищаясь, слушали. Ну, вот такой перевод я тут как бы проговаривал, да, старался проговаривать, чтобы потом при прослушивании видео можно было бы повторить еще по аудированию. Давайте я еще раз зачитаю это стихотворение. Пабымның хойнында одырып, алып тыгнымых мин искам. Адайгыста, хосхаджыгыста, уга хынып, шапсып искеннер. Ну вот, в принципе, мы сегодня прошли два небольших таких текста.
Ну, думаю, наверное, на сегодня достаточно будет, чтобы потом их повторить, и чтобы понимать текст. Так, вопросы есть по тексту? Сурглар парба? Пока. Сурглар, чогал, я вот такие слова не знал, я себе записал. Хорошо. Ну, потом можно будет их еще на видео повторить, прослушать еще раз. Ну ладно, тогда на сегодня так, мы будем завершать занятие. Я тут вам ссылки дал по ресурсам, где можно будет посмотреть и послушать хакасскую речь. Это Хакасское радио, Хакасское телевидение. Я дал свой собственный блог. И ГТРК тоже. Там есть передача на хакасском языке. И всегда можно будет послушать, как говорят. Послушать хакасскую речь. Так, ну ладно, тогда, если нет вопросов, тогда до завтра. Завтра у нас пятница. Завтра в 8 часов также. Сахтапщам жду. Алгыс болсын за то, что пришли. Ну ладно, давайте чаан жоқтар. Я сейчас выключаю запись. Жоқтар.